Меня зовут Мирзаянова Маргарита Маратовна. Я являюсь преподавателем музыкальных и вокально-хоровых дисциплин специальности 530201 «Музыкальное образование» колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Более 60 лет данная специальность в колледже готовит специалистов, учителей музыки и музыкальных руководителей. В результате освоения образовательных программ и профессиональных модулей студенты научатся проводить уроки музыки и праздники в школах, музыкальные занятия и утренники в детских садах, подбирать музыкальный репертуар и работать с детским вокальным ансамблем, солистами, руководить детским хоровым коллективом. Выпускники нашей специальности — это творческие и харизматичные люди, профессионалы высокого уровня, специалисты в сфере музыкального образования детей. В наш колледж по данной специальности принимаются абитуриенты с различной музыкальной подготовкой и без музыкальной подготовки в том числе, но с хорошими музыкальными данными. Поэтому вступительные испытания, которые пройдут согласно расписанию, с 12 августа будут направлены на проверку музыкальных и творческих способностей абитуриента. Вот на данном слайде вы можете увидеть информацию, где пройдут вступительные испытания. Экзамен будет проходить в очной форме по адресу Октябрьской революции 7, корпус 7. Обратите внимание на адрес, чтобы вам потом не искать. Абитуриенты, которые поступают без музыкальной подготовки, должны подготовить к исполнению 2 песни. Одну народную песню наперного характера, как вы здесь видите на слайде, можно исполнять на родном языке, это имеется в виду башкирский, татарский и так далее, или на русском языке, конечно же. И вторая песня, кстати говоря, народная песня у нас слушается без сопровождения, то есть акапелла. Да, вы настраиваетесь на определенную ноту и поете песню с этого звука или в этой тональности, в какую вы готовили. Вторая песня — это детская песня под фонограмму минус. То есть выбираете любую школьную какую-то песню, может быть, вы что-то пели на уроке музыки или у вас что-то есть определенно подготовленное. Значит, мы ставим вам колонку, Bluetooth-колонку, к которой можно будет подключиться, и вы нам исполняете красиво эту песню. Дальше. Преподаватель, который будет присутствовать на экзамене, будет проверять у вас музыкально-слуховые данные. Вот что будет, какая будет проверка, вы тоже можете прочитать внимательно на этом слайде. То есть на инструменте вам будут предлагаться какие-то звуки, которые вы должны будете повторить. Допустим, в разбивку какие-то звуки голосом повторить за инструментом, или это будут аккорды, которые тоже надо будет попробовать повторить за преподавателем, за инструментом. То есть те ноты, которые сыграет вам преподаватель на инструменте. Поэтому вот здесь вы прочитайте внимательно. Если будут какие-то вопросы, можно на очной консультации еще что-то будет дополнительно уточнить. Для абитуриентов, которые закончили музыкальную школу или школу искусств, или вообще имеют просто какую-то музыкальную подготовку, может быть, дополнительно где-то занимались, вы также готовите 2 песни, народную акапелла и детскую под собственный аккомпанемент или под фонограмму минус. Может быть, вы можете сами себе саккомпанировать, это будет хорошо. И второе, вы показываете владение музыкальным инструментом. То есть тот инструмент, которым вы владеете, вы нам демонстрируете одну какую-то пьесу. Например, на фортепиано у нас в той аудитории, где будет проходить экзамен, есть рояль, либо за роялем вы демонстрируете нам музыкальное произведение, либо, если вы играете на каком-то другом музыкальном инструменте, приносите его сами с собой, гитара, баян или аккордеон, вот, и
демонстрируете пьесу на данном тогда музыкальном инструменте. Потому что вот сейчас на вступительных экзаменах мы не можем вам предоставить инструмент. Вы сами самостоятельно приходите со своим музыкальным инструментом. На этом слайде вы можете увидеть примерный список предлагаемых для демонстрации русских народных песен. А на данном слайде вы можете увидеть примерный репертуарный список детских песен под фонограмму минус. Все они есть в доступе в интернете, и минусовки есть к ним. Поэтому вот при подготовке к экзамену вы можете обратиться к этому списку. Значит, обратите внимание, что, еще раз повторюсь, консультация и экзамен, творческое испытание будет в очной форме. Консультация состоится 12 августа в этом же корпусе, в 7-м корпусе БГПУ на Октябрьской революции 7. На экзамен вам нужно явиться за 30 минут до начала вступительного испытания по адресу, который вы видели на втором слайде. При себе необходимо иметь паспорт, инструмент, если вы будете нам демонстрировать игру на музыкальном инструменте каком-то своем, и подготовиться в соответствии с программой экзамена. На экзамен не забудьте захватить воду, ну и небольшую шоколадку, чтобы, если вам вдруг захочется кушать, вы могли немножечко перекусить или пить, попить водички, да? Дальше. Значит, вступительные испытания будут оцениваться по системе зачет, не зачет. Обратите внимание, на данном слайде представлен сайт приемной комиссии, адрес сайта и вся информация по данной специальности. Вы можете здесь вот пройти, посмотреть, сколько мест бюджетных, когда будут вступительные испытания, еще раз, если вы вдруг забыли, или какая-то информация, может быть, по документам вас интересует. Вот на данном слайде вы можете увидеть всю информацию. И на данном сайте, вот, который представлен здесь. Значит, этот слайд – это расписание вступительных испытаний. Значит, вот мы смотрим общая музыкальная подготовка, специальность музыкальное образование, колледж, форма и сдача, место проведения, дата консультации и для тех, кто подал документы, 13 августа в 10 часов состоятся вступительные испытания. Если вдруг вы там что-то забыли или не успели по каким-то причинам явиться 13 августа, один резервный день будет еще 15 августа в 10:00. Но это говорит о том, что вам нужно 15 августа явиться в 10:00, а не в течение дня, там, не знаю, после обеда вы уже прибегаете 15 августа, возможно, уже никого не будет. То есть резервный день 15 августа в 10:00. Прямо ровно к 10:00 нужно подойти, если вы что-то все-таки вдруг надумали поступать и не успели 13 августа. Обратите на это внимание, пожалуйста. Как готовиться к сдаче вступительного испытания? Вот здесь вот какие-то есть рекомендации. Вы можете пройти на сайт и познакомиться с ними еще отдельно. И там же, видимо, будет вот эта ссылка на вот эту видеоконсультацию, которую я сейчас вам проговариваю. Может быть, еще раз что-то потом внимательно послушайте. На данном слайде представлены критерии для тех абитуриентов, которые будут поступать без музыкальной подготовки. Обратите внимание на эти критерии, когда будете готовиться, на что будет обращать внимание приемная комиссия. И следующий слайд – это критерии
для абитуриентов с музыкальной подготовкой. Вот посмотрите, да, здесь вот обязательное исполнение музыкального произведения. Это для вас критерий отдельно здесь также представлен. И также исполнение песен у вас остаются. Мои контакты. Еще раз посмотрите, здесь у меня написано фамилия, имя, отчество, мой номер телефона в WhatsApp, номер моей электронной почты, ну и далее официальные ссылки БГПУ, раздел абитуриентов для поступления и официальный телефон приемной комиссии. Вот даже с QR-кодом здесь, видимо, ссылочка какая-то вам откроется. Ну, в общем-то, на этом я свою консультацию заканчиваю. Единственное, что хочется еще обратить ваше внимание на то, что вступительные испытания оцениваются по критериям зачет, не зачет. Зачет получает абитуриент, набравший более 53 баллов. И максимальное количество баллов – это 100 баллов. Вот. Поэтому желаем вам успехов в сдаче вступительного испытания и ждем вас на нашей специальности – музыкальное образование. Спасибо за внимание.